Добрый день, юные друзья! 2021 год– год 30-летия независимости Казахстана. В рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» в этом году для всенародного чтения выбраны 30 лучших произведений известных казахстанских авторов. В области детской литературы выбраны произведения Ибрая Алтынсарина. Также 2021 год– год поддержки детского и юношеского чтения. Давайте сегодня побеседуем о творчестве выдающегося казахстанского просветителя, педагога, этнографа, ученого-фольклориста, учителя нации Ибрая Алтынсарине. Год от года возрастающая ценность богатого энциклопедического наследия ученого является гордостью нашего народа. Одаренный от природы Ибрай первоначальное образование получил в ауле у сельского муллы. В 1850 году поступает в открывшуюся в Оренбурге казахско-русскую школу, которую закончил с отличием. В 1859 году Алтынсарин устроился в Оренбургскую пограничную комиссию в качестве переводчика. Там он познакомился с председателем пограничной комиссии Григорьевым и погрузился в изучение русской и мировой литературы в его библиотеке. Ибрай Алтынсарин, просветитель, вошел в историю становления образования казахских степей, посвятив всю свою сознательную жизнь обучению казахских детей. С этой целью он впервые открыл школу и написал учебник, в предисловии которого написал: Когда я составлял эту книгу, я заметил, что единственная книга, впервые издаваемая на нашем родном языке, должна стать учебником для казахских детей, воспитывающихся в русско-казахских школах, и книгой, которая будет доступной для всеобщего прочтения. Из тематики и идейного содержания этого произведения мы видим нравственные качества Ибрая, которые он ставит перед собой как цель педагога-воспитателя. Сборник литературных трудов Ибрая «Казахская хрестоматия» начинается двумя известными стихотворениями, написанными в просветительских целях. Автор назвал их предисловие. Сейчас же эти стихи более известны под названием «Кель балалар окылык» и «Онер билим бар журтар». В них он указал на необходимость рационального сочетания пропаганды знаний и литературных произведений в народном просвещении. Он верил, что небольшими поэтическими произведениями он сможет пропагандировать и донести важность достижения науки и техники до своего народа. В стихотворении «Давайте, дети, будем учиться» поэт умело использовал традиции казахской устной литературы, сравнивая знание и невежество, добро и зло. Чтоб лучше неизвестное узнать, все дети умные за книжками сидят, лишь глупые мальчишки-шалуны стараются учения избежать. Скакун, идущий свеж всегда, так знание не стареет никогда, а неучу, попавшему в беду, помочь не сможет сам Кадыр-ата. Алтынсарин по праву считается основоположником казахской детской литературы. В своих маленьких рассказах он мог ставить серьезные общественные проблемы, воспитывающие у детей любовь к родине, трудолюбие, благородство. Они не потеряли своей актуальности до сегодняшнего дня. Ибрай Алтынсарин занимался не только учебно-просветительской работой. Он живо участвовал в общественно-политической жизни, писал статьи, имеющие отношение к науке, образованию, труду, искусству, религии, этнографии. Его художественные работы оказали особое влияние на формирование казахской литературы. Имя Ибрая Алтынсарина встречается во всех уголках Казахстана. Его именем названы районы, аулы, учебные заведения, улицы. В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством образования и науки Республики Казахстан была учреждена ведомственная награда «Нагрудный знак Ибрая Алтынсарин». Его произведения по сей день служат основой современной образовательной системы. Мечта Ибрая – образованная молодежь, твердо уверенная в процветающем будущем нашего народа и страны. Безусловно, Ибрай Алтынсарин – лидер образования и первый преподаватель казахского народа, учитель нации, оставил неизгладимый след в нашей истории.